Ассаламу алейкум. Приветствую, дорогие друзья. Так, скажите, как вы видите меня и как со звуком у нас дела обстоят? Так, приветствуем всех, звук хороший, все отлично. Так, всех приветствую, Адам Грузинский, ва алейкум салам. Так, ох, салам, Чечня не Россия, unser CLS на месте. Салам, всем ассалам алейкум. Эмин Закиряев, начало-конца. Да, это уже мы видим. Начало конца было положено, если сейчас идет речь о развале кровавой империи России, то начало было положено в 2000 годах, в 15-14 году, когда напали на Украину. Сегодня же это уже вот оформилось, оформляется уже на наших глазах в юридическом смысле. Так, Максик, Аслам, привет. Привет, Максик. Так, ассалам алейкум. Хай, Сергей Барсигян. Жора Майер. Ассаламу алейкум, салам, Жора Майер. Так, YouTube канал, ассалам алейкум. Аслан Машуоло. Ва алейкум салам, Машал Хир. Усалбош. Николай Панченко, здравствуйте. Здравствуйте, Николай. From the Mountain, добрый вечер, Асан. Джорджия, приветствую. Хамзат Кило, ассаламу алейкум. Аслан Микаэль из Долгергалу, Дадаллаха. Ва алейкум салам. Микаэль, годеш, цюкрихуэттан, воузар, хилла тойшин, Тахи, хадду, Алгергалу, Дацер. Mikael shada decha utoishni ozara idol gergal ودوي Mikael shada decha så mashawar او جنيفي او كوش سوهنا تليفون تاعنا سو مش ليتس توسي تعوي شوري уже виза ехать. Ну вот Микаэла Уадича серьезнейший психологический стресс хельсегу Dela Dogabda Доцувадович, но ама Эрадокувадича. Микаэль, по крайней мере, агента мать, что радует. Так. Несущий мир, ассаламу алейкум, Сават Аслан, ПВГ, СГ, короче говоря, из Гехов, ассаламу алейкум, ва алейкум салам, Массерга. Соня Мармеладова. Здравствуйте, Соня. Так. Бислан Билтуа. Ассаламу алейкум. Мухал. Ва алейкум салам. Тикхал. Так. Амин Закиряев. Новости о Рамзане мысли. Попозже обсудим, если будет интересно. Мождада. Ассаламу алейкум, Аслан. Несмотря на пятую колонну внутри страны, украинцы утерли нос российским террористам. Украинцы могут, ва алейкум салам, украинцы могут. Леди, Асланбе, Машволь, все остальные, Машал, Хиль, леди. Ой-ой, Маш. Так, добрый вечер, Аслан, старик Хахатапыч. Приветствую, старик Хахатапыч. Соня Мармелада. Сегодня смотрела канал. Короче говоря, вот смотрите, Соня. Вот такие, как вы, приходят. Такие, как вы, приходят и говорят, на том канале вас оскорбляют. И все должны побежать туда, начать вот эту перепалку. И это там хайп для канала. Поэтому
Поэтому я вас заблокировал. И вы не первая, Соня, и я надеюсь, вы последняя, но если нет, будем блокировать. Там. Где-то кого чеченцев оскорбили, где-то то делают. Нас не только где-то там оскорбляют в данный момент, то, что я сейчас делаю. Нас убивают. Русская фашистская страна нас массово на протяжении веков убивает. В последнее время нас убили 30%. В связи с этим мы призываем к ответственности всех преступников и требуем привлечь их к ответственности международные организации, международные институты. Поэтому мы вас будем банить. Идите мимо. Айдар Каримлы, ассаламу алейкум, брат, вам из Крыма. Ва алейкум салам, Айдар Каримлы. Как ты, брат? Как у вас там в Крыму? Так, поехали дальше. Индира Ирисханова. Бюстикхиль аздал мегардари хаттеру. Дальюзель, мегардари хаттерш. Далмегийца олш. Далмег штуку, чё? Так, Нисбо Адамс грузинский. Так, Тор, привет, Асан, как ты, как дела? О чем будешь говорить сегодня? Привет, Тор. Ну, сейчас пообсуждаем разные темы и будем отвечать на ваши вопросы. Франческо Тотти. Ва алейкум салам. Гагик Магомедов. Ассаламу алейкум из Дагестана. Ва алейкум салам, Гагик. Наталья Башкова. Привет из Украины. Харьков на связи. Честно говоря, в свете последних событий в России, я думаю собрать тревожный чемоданчик, чтобы быстро уехать, когда начнется агрессия Российской Федерации. Ну, я вам, знаете, что скажу, Наталья? Это не исключено. Это не исключено, потому что есть вероятность, что Путин на вас нападет. Уже широкомасштабно имеется в виду и открыто. Да, крупномасштабно, может быть. Войска подтянуты давным-давно, цели намечены. В принципе, вероятность такая, конечно же, имеется. Но такой легкой прогулкой для русских не будет. Конечно, это будут большие потери со стороны Украины тоже. Но я думаю, что у украинцев тоже есть план в случае масштабного вторжения Орды на вашу территорию. Хани Галили, очень много безбилетников. Да, Аня, как обычно. Мастер 8 и так далее. Развал России неизбежен. Абсолютно с вами согласен. И, конечно же, будем ждать быстрее этой радостной новости. Так, здравия желаем. Аслан Валерия Новодворская. Дякую, Валерия, дякую. И вам здравия, здоровья большого и крепкого. Так. Машу Езерху. Кавказ будет свободным. Дармула Машу Езерху. Индира Рисханова. Сонох чечурия хархою. Тхун куза цандес еш но олу еш яц. Балучун болу целучун интернет ют ахуцету шуки уишун. Школы, больницы. Все работают. Тут самолеты, вертолеты. Индира рассказывает, как хорошо. Она говорит, что она жительница Чеченской Республики, временно оккупированная Чеченской Республики Ичкерия. И она говорит, что мне нужно, нам нужно, да, всем, кто тут собрался. Никто не мешает, она говорит. Кто хочет, для того есть работа. Кто не хочет, для того есть интернет. Что вам не хватает, говорит. Школы, больницы, все работает. Тут самолеты, вертолеты. И не, она сказала. И на этом закончилось ее
текст ее, но я тогда отвечу тебе, Индира. Ну, скажи, давай начнем по порядку. И она говорит, что ей никто не мешает. Индира, тебе, может, никто и не мешает, но я знаю людей, которые массово сюда приезжают, которые мешают. И мне мешали. Мне мешали. Это раз. Это абсолютная ложь. Абсолютнейшая. Я расскажу тебе, Индира, один случай. В 2017 году, в январе месяце, были по всей республике задержаны десятки человек, молодых людей. Только лишь за то, что они собирались в группы, молились, как и положено мусульманам, да, в группах. И, видимо, обсуждали эту фашистскую оккупационную власть. Вот русские сейчас хорошо поймут после дела нового величия в Москве, да, когда ФСБшник внедряется и провоцирует людей на разные разговоры, и в итоге получается, что эти люди хотели свергнуть власть. Хотя свергнуть в Москве власть это будет незаконно, хотя это уже тоже законно, потому что Путин незаконный президент. Но в Чеченской республике Ичкерия, во временно оккупированной, это является святой обязанностью любого человека стремиться к тому, чтобы фашисты с нашей земли ушли. Так вот, 13 человек были задержаны, доставлены в Старопромысловский полк имени Ахмада, предателя Кадырова. Их было больше, чем 13 человек. 13 человек из них были определены как амиры, так называемые, да, как они их определили, да, старшие командиры, да, их так назвали. Около более 100 человек. Вообще за тот период времени, сейчас не буду забегать вперед, подробно расскажу, как живется Индире хорошо там. И ей никто ничего не говорит. Индира, наверное, из этих клопообразных или родственница, или сама, наверное, придерживается. Ну, судя по комментарию, видно, что она сама из этих. Из клопов с русского ватника. Так вот, эти 13 человек, которые были определены, фамилии, имена имеются, Новая газета об этом писала, подвергались пыткам нечеловеческим, не только они, подвергаются все эти человеческим пыткам, не кормились, им давали в день один стаканчик чая и 2 печенюшки. Вот на этом людей держали, пока у них отрастают бороды. Ну, и не только вот эти люди задержанные. Избивались, пытались, это стандартная такая практика, которая есть и никуда она не делась. Завели эти 13 человек в подвал и убили альпинистским канатом, задушили. Путем асфиксации люди были задушены. Один человек был застрелен. Потом командир, который вот, исполнял вот эту роль, один из них погиб, второй, видимо, тоже недолго остался. Или погиб, или его спрятали, да, поменяв ему там документы и так далее. Вот это 13 человек, которые вот известно стали в этом месте. Потом есть еще одна информация, которой тоже занимаются определенные люди. Вообще за тот период времени убито около 100 человек чеченцев, собранных по всей Чеченской республике, по всей временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, коллаборантами, клопами с русского ватника. Трупы этих людей, убитых им людей, не вернули родственникам. Трупы выбрасывались на свалку, сжигались, закапывались на православном кладбище. Ну, вот такого плана было. Более того, это делалось под контролем ФСБ по Чеченской республике Ичкерия, да? По Чеченской республике ФСБ, которая там находится. Ну, вот такого вот плана, вот такого ситуация происходит в Чечне. Я также могу рассказать, как людей пытают. Очень огромное количество, Индира. Наверное, тебе не довелось побывать в русском концлагере, и ты не испытала на себе прелести электрического тока.
которые используются специальной машинкой еще со времен Второй мировой войны, где специально вот такой для телефонной связи, да, накручивается такая рукоятка, и эта рукоятка вырабатывает электричество. Вот бьют током. Поборы, что немаловажно, да, для простого человека, вроде как Индира захотели бы никто ничего не делать, да, и перешли бы на сторону русских, и сказали бы: все, я самый последний мерзавец на этой земле, и я буду служить вековому своему врагу. Но все равно такой мерзавец и вековой враг, служащий своему вековому врагу, не избавляется от поборов и взяток. Взятки, поборы — это уже узаконенная такая система власти, установленная русскими оккупантами, где с зарплат вычитаются деньги из бюджетников, зарплат бюджетников, обкладываются данью разные бизнесмены, ну, мало-мальски кто зарабатывает деньги. Любую справку, чтобы получить, да, любую справку, чтобы получить, вам нужно заплатить денег. Любую, абсолютно, без исключения. Их функциональные, непосредственные обязанности, которые должны выполнять сотрудники русской оккупационной администрации, они берут за это деньги. За то, что они должны делать это бесплатно, они берут за это деньги. Что еще можно сказать? Давайте перейдем дальше тогда. Это так я вам только наброс делаю. Я вас уверяю, все намного хуже и печальнее, чем я рассказываю. Это я так вкратце пытаюсь, чтобы сейчас весь эфир не потратить на это время. Чтобы не потратить на эту тему. Говорит, школы есть, больницы есть. Давайте поговорим про школы и про больницы. Опять же, я бы взял, давайте начнем со школ. Школы во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия абсолютно не квалифицированы. Не хватает кадров, не хватает учителей, условия для учебы абсолютно совковые, как еще при Советском Союзе. Если давайте просто возьмем пример с Россией, да, как бы сейчас это российские школы получаются, и посмотрим, какие других школ, каких есть в столицах, допустим, да. Если сравнивать с другими школами, то отвратительно все, да. Учителя, директора — это такие люди, которые, работают, опять же, на обогащение. Также поборы в школе, это русская традиция, без которой Чеченская Республика не могла бы быть в частью, как они ее называют, России. Поэтому по поводу больницы я вам скажу. То же самое, все печально, это даже хуже, чем в школах. Знаете, сейчас какой-нибудь другой пример приведу, просто там есть для учителей, для женские больницы там есть, которые дерут женщин день, огромное количество денег. Это вот я имею в виду для молодых мам, которые в больнице. Также вам могут, например, сделать операцию аппендицита. Вам за каждую услугу вы должны заплатить. В больницу вы не только должны с собой лекарства приносить, также вы должны покупать сами за свой счет шприцы, капельницы, другие принадлежности, какие необходимо, да, чтобы получить палату, чтобы в палате, чтобы вы лежали, да, чтобы вами занимались. Вам могут вырезать аппендицит, которого не существует. Например, у меня есть одна знакомая, ее отец дедушка старый, обратился в больницу. Его положили у него нужно было, по-моему, томография головы, что ли, была. Болела голова вроде у дедушки. Человек
засунули, аппаратура есть, да, закупаются, на бумагах то все пишут, и закупки идут. Закупки идут для отмывания денег. Деньги воруются просто. Причем некоторое оборудование покупается списанное, бэушное или немного устаревшее. А платятся по бумагам как за новое и так далее. Ну, это стандартно, да, мы этому ничего не удивляемся, это уже в порядке вещей. Так вот, у него был на сердце какой-то аппарат, который нельзя туда засовывать. Человека вынули уже из этой трубы, и он уже мертв. И таких случаев огромное количество, огромное. Более того, никто не идет лечиться, если у вас там только не очень, не сильная какая-нибудь там травма, болезнь. Никто не лечится в России. Все во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Все едут в Россию. У кого есть возможности, конечно, едут на Запад. Да, но это виза, это большие деньги. А так каждый день приезжают сюда, в Германию, в том числе сюда, в Гамбург. Это так, я опять же поверхностно. Этих примеров можно очень долго приводить. Поэтому, Индира, я считаю, что вы обманщица, вы предательница, вы самый мерзкий поступок в своей жизни совершаете, предавая свою родину. Более того, он не только с этической и моральной точки зрения мерзкий этот поступок, он преступен. Это очень тяжкое преступление, измена Родине. И если вы считаете, что так будет всегда, что вот вы сегодня перешли на сторону врага, убиваете своих сограждан, хотя согражданами вы нашими никогда не были, как оказалось, то вы глубоко ошибаетесь. Ситуация в корне будет меняться, и все, кто виновен, понесут заслуженное, да, наказание. Да, я надеюсь, я ответил, Индира, на ваш вопрос. Антон Павлович, Асан, ты являешься юристом. Почему не пресекаешь исламофобию, чеченофобию на территории Евросоюза? Почему не подаете в суд на силовиков СМИ Германии? Вот сейчас тут пошли какие-то люди с русскими никами, которые сейчас мне будут объяснять. Что мне делать? Исламофобию, чеченофобию. Исламофобии, чеченофобии как таковой на территории Евросоюза нет. Есть русская исламофобия и русская чеченофобия, которая подталкивается через средства массовой информации или через своих агентов влияния. С этим мы боремся. Если вы имеете в виду тот последний случай, который тут произошел, я, конечно же, в корне не согласен, что произошло, но с другой стороны, я понимаю, что там не все чисто в этой ситуации. Поэтому мы, конечно, будем всячески препятствовать этой исламофобии и чеченофобии, но того критического какого-то всплеска чеченофобии и исламофобии я не вижу. А так мы, конечно, этим занимаемся. Это человек не один должен делать. Это должны делать все вместе. Так, Маждад, оставь ее, Асан. Обычная ложкомойка с проспекта Путина. Так. Янг. Из Ингушетии, помните, ребенка так побила мальчика, что руку пришлось ампутировать. Да, конечно, я жил в Москве. Я постоянно был встречающий, и я, и мои товарищи, и с кем я общаюсь, постоянно приезжали, уезжали, встречали, отвозили в больницу.
Это системно. Это система. Нет никакой это все ложь, абсолютнейшая ложь, беспардонная ложь. В Чечне все, медицина есть. Да. Так, сейчас, одну минуточку. Жора моя, свобода не дарится, она завоевывается. Украинцам сегодня как никогда нужно объединиться и драться за свою свободу, за свою землю, за свой суверенитет. Враг опасен, коварен и жесток. Совершенно верно, Жора Майер, и я знаю, что ты знаешь это не понаслышке. И то, что мы знаем с вами, да, сейчас украинцы на своем личном, собственном опыте это вот испытывают и пробуют, да, и учатся. И вот такие люди, как ты, Жора Майер, и там другие такие же люди, вы были бы хорошими консультантами для Украины. Те вещи, которые для нас кажутся в порядке вещей, что это уже всем известный факт, для многих это неизвестно. А для Украины это в первую очередь важно, чтобы Украина выстояла. И вот такие люди, как вы, были бы очень полезны для Украины. Но почему-то Украина как-то не очень себя в этом плане не востребовано пока наши знания и наш опыт. Хотя наши консультанты, конечно, там имеются. Андрей Александрович, здравствуйте. Слышали что-нибудь про кадыровскую братву? Живут в гостинице «Президент», ездят на крутых тачках, кушают в дорогих ресторанах и вымогают у блогеров деньги. Может, слышали? Здравствуйте, Андрей. Конечно, слышал. Это путинские охранники, так называемый КОП. Я их называю КОПами. Это кадыровское охранное предприятие. Это люди, которые охраняют Путина от... Хотя их можно назвать ПОК, может быть. Да? Путинское охранное предприятие. Хотя охранное предприятие от Кадырова. Ну это так, мысли вслух. Надо же какой-то ярлык привесить, чтобы потом можно было в уголовном деле описывать их. Да, конечно, они есть. Они есть не только президент отеля рядом, в самом центре, рядом с Кремлем. Но они также есть и в Одинцово, в других подмосковных местах. И они кушают в дорогих ресторанах, да, потому что у них есть деньги, наворованные у нас в первую очередь, у чеченцев. Ну и, конечно же, может, и россиян тоже. Также они на крутых тачках, соответственно, да, вымогают у блогеров деньги, ну, где они у всех вымогают деньги, да. Знаете, был один случай в гостинице Украины на Кутузовском, да, это, ну, съезжая на Кутузовский с Арбата, есть вот эта большая гостиница Украина. Вот в этой Украине был офис у одного известного миллиардера. Так вот, ему дали задание забрать, вернее, кадыровцам дали задание отобрать, ну, забрать у него там какое-то имущество. Так вот, он бегал, прятался, этот человек. Ну, в конце концов, когда его уже поймали, эти русские чечены, по пути с этой гостиницы до места встречи, куда они должны были приехать, он уже на Алину Кабаеву, по слухам, тогда это было лет, наверное, 5-6 назад, может быть, больше. Он уже успел отписать там 600 миллионов, там, ну, огромные просто деньги он уже успел отписать. Поэтому блогерами, а так, конечно, они этим и занимаются. Откуда вы думаете, у Руслана Байсарова, которого называют кошельком Кадырова Рамзана, сейчас около миллиарда долларов состояния?
Пойдемте дальше. Iron Man. Мощная футболка, Аслан. Дякую. Валерий Новодворский. Индира рабыня, заслуживающая двойного рабства. Так. Ум социал С. Живи так, чтоб страх смерти никогда не смущал твое сердце. Никому не мешай верить в то, что они верят. Уважай других и их взгляды. И требуй такого же уважения к себе. Люби жизнь, делай жизнь лучше. Хорошо сказано. Так, Росфронт временно исключен. Его вот это одно из сообщений, не знаю, после этого есть или нет, но удалено. Без оскорблений. Без оскорблений. Короче, смотрите, будете оскорблять, будем вас банить, да? Вот здесь, короче, набежали ругальщики. Наталья Башков. Кризис больше подогревается россиянцам в Украине. Не дождетесь. Мы можем быть недовольны властью, но пока нет повода скидывать Зеленского. Мы правовое государство. Абсолютно с вами согласен, Наталья. Критика, она на пользу, она держит в рамках. Да? Посмотрите, на Путина нельзя критиковать. Кто критикует Путина, того убивают. Убивают, сажают там и так далее. Очень все вы правильно делаете, украинцы. Вы очень молодцы. Я вами горжусь. На самом деле, я очень виноват, что считал, что россиянские русские и украинцы это как бы, практически один народ. Нет. Да, конечно, среди вас есть огромное количество вот этой ваты, но вы абсолютно цивилизованный, демократически настроенный народ. Кто знает что такое, кто знает, что такое свобода. Отлично. Так, Эльмамедов, салам Асан. Салам, приветствую. Перец. А вы действительно думаете, что Россия сейчас на грани развала и по каким признакам так? Ага. Признаков очень много. Перец, и вы если послушаете и раньше мои стримы, и сегодня, если вы уделите внимание, вы, вероятно, услышите. Давам. Аслан, интересный факт. Готовят якобы теракты чеченцы в Европе, но в реале совершают их русские. Литвиненко, Скрипаль, Дортмунд, взрыв имеется в виду автобуса с футбольной командой Дортмунд-Боруссия. Конечно, абсолютно с вами согласен. Да, еще знаешь, что я по поводу сказал по этому поводу? Даже те, кто совершает, например, здесь в Берлине был наезд, да, на рождественских праздниках, грузовик наехал на мирных людей, был совершен ужаснейший террористический акт. И был араб, который скрылся, а потом его почему не задержали, а убили.
А где-то в Италии его, по-моему, пытались задержать или не пытались задержать, он был убит. Вот я считаю, и я в этом очень сильно уверен, что вот этих исламистов, так называемых, да, вот, подготавливают российские спецслужбы. Я не вижу никакого смысла в том, что делают вот эти люди. Я не знаю, просто выйти и давить людей, это ни к чему не приводит. Это самое грязное, самое подлое, что может быть. И я считаю, что вот террористические акты, которые проводятся в той же Франции, например, проводились, сейчас опять они утихли. Наверное, потому что Макрон, как собачонка, смотрит в рот Путину. Может, поэтому пока Путин их не трогает. А так, конечно же, знаете, такой известный диссидент Владимир Буковский, он сказал, если же нанести сколько, 5 ракет по Кремлю и по Лубянке, ну, приблизительно, я сейчас точно не цитирую его, то на 95% всех терактов в мире прекратились бы, все теракты прекратились бы. Все зло исходит из недр Лубянки и Кремля. Если миру хватило бы мужества заткнуть эту дыру, то я думаю, мир стал бы совсем другим. Шеше, Асан, какое у тебя отношение к Гейдару Джемалю? Я не знаю, как его сейчас можно сформулировать свое к нему отношение. Но я считаю, что Гайдар Джемаль очень эрудированный и образованный человек. Он такой интеллектуал. Да? Ну, я не знаю, какую позицию он занимал. Человек говорил очень правильные вещи, очень необходимые вещи. Но, знаете, у меня маркер. У меня есть маркер. Над нами совершался геноцид. И все это видели. Кому это было интересно, можно было полистать немножко интернет и прессу и узнать, что над нами творится геноцид. Я Гейдара Джемаля не заметил среди тех интеллектуалов, которые говорили что-то в защиту против геноцида. Я не помню. Я могу, конечно, ошибаться, но я не помню, чтобы Гайдар Джемаль говорил. А всех, кто мне не помогал в это время, всех я автоматически, ну я имею в виду внутри России в первую очередь, я их отношу к тем, кто не является другом, как минимум. И Гайдара Джемаля я не могу причислить. Если я ошибаюсь, я бы хотел бы, но я не слышал. А я, когда этой темой следил, всегда я читал прессу, всегда смотрел новости и никогда не видел. Ну, такие слова, какие необходимы, он говорил. Его приглашали на телевидение иногда. Что тоже, кстати, не делает чести, да? Ну, как бы наводит на размышления. Если тебя в России приглашают на телевидение, это очень, очень такое интересное. Почему не приглашают других, только вот таких. Хотя, опять же, его приглашали очень редко. Поэтому, да, Гайдар бывал, наверное, чуть с кем-то встречался, но это, ну, например, много кто встречался, много кто бывал, встречался и оказались мерзавцами подобными. Но то, что он был интеллектуал, то, что он был ну, такой очень подкованный человек, конечно, это было видно невооруженным взглядом, невооруженным глазом. Да вам, например, красные бригады в Европе во время холодной войны,
Да, вам говорит. Например, Красные бригады в Европе во время Холодной войны финансировались КГБ. Как только СОВ развалился, все прекратилось. Например, террорист Карлос сидит во Франции. Да, совершенно верно. И то же самое готовится сейчас здесь. Вот смотрите, ничего такого же необычного нет. Да? Они по-другому не умеют, они обучались, и других механизмов нет. Интеллектуально, технологично, как-то высокотехнологично они не умеют, потому что у них нет ни знаний, ни возможностей сами что-то новое изобретать, и все делается по старым лекалам. Например, если вы знаете, здесь в Германии, я об этом говорил, создавались группы, да? Ну, они сейчас потухли, и я считаю, что очень хорошо, что немецкие спецслужбы взялись за них и заткнули их. Вот были, в Берлине была одна группа, здесь в других местах, здесь в Гамбурге вот этот Тимур Дугазаев тоже такую банду сколотил. И они, ну, там есть и нормальные люди, да, забегая вперед, в эту банду попадают нормальные люди. Ну, нормально имеется в виду в смысле, они, конечно, имеют, наверное, криминальный составляющую там своей психологии, но при всем при этом и даже не все, да, составляют криминальную вот эту психологию, имеют эту криминальную психологию. Потому что по разным обстоятельствам ты можешь оказаться вот в этой банде. Так вот, их разбили к чертовой бабушке, они заткнулись, их нет. Из них можно было из чеченцев сделать наемных каких-нибудь исполнителей для какой-нибудь грязной работы. А во Франции, например, в горах Франции была обнаружена база ГРУ, да, военная. Ну, для того, чтобы были непосредственно исполнители такие, нужно, чтобы они были заинтересованы не в первую очередь, чтобы на первом плане у них не стояли деньги, да, финансовая заинтересованность, чтобы не была. Это почему? Во-первых, вот эти красные бригады, которые были, они идеологически подходили России по взглядам. Да? Эти красные фашисты, и тут они находили идейных. А идейный чем хорош? Ему платить не надо, раз. И во-вторых, он готов пожертвовать своей жизнью. То есть идти до конца. Преступные элементы, они хороши, конечно, исполнять какие-нибудь задания, но они, во-первых, идеологически не железобетонные в своих убеждениях, да, так как их интересуют только деньги. Их можно, значит, перекупить, их можно испугать, да, если там задание гарантирует там практически стопроцентную смерть, то такой человек не пойдет на это задание, да, ему нужно где-то урвать и потом заработать деньги и тратить их. Ну, здесь, короче говоря, не тот случай. Поэтому пока с красными бригадами у них тяжеловато будет, но имеется в виду идеологически, потому что у России у самой нет этой идеологии для того, чтобы находить себе подобных людей. Ну, они, конечно, сейчас их идеологии основываются, те красные бригады основывались на коммунистической вот этой идеологии. Сейчас же та идеология, которая появляется или пытается там, вот эта фашистская Россия ее внедрить, это национализм, нацизм. Вот правого толка людей они выискивают. И, конечно же, это будет продолжаться. Я могу, конечно, ошибаться, но вот нападение на синагогу немецким террористам вот недавно, это могло быть вполне возможно из этой же оперы. Что их находят, их подбивают к чему-то, да, их спровоцируют, им находят таких людей и оказывается на него давление, на такое влияние, закидывается много роликов, много видео, с ним общаются, его включают в какую-нибудь свою группу, где практически все заодно, и вот это такая вот жертва для разработки. Поэтому, конечно же, эта идеология, вот именно правая идеология, националистическая идеология, она, конечно же, будет сейчас внедряться, другой у них нет. И она, кстати, мне кажется, будет действенна в какой-то степени. Но вот
И как только, как ты говоришь, если как только совок развалился, это все прекратилось. О чем и говорил Владимир Буковский. Если уничтожить, то оттуда все зло, да, оттуда все зло. А Карлос Шакал, да, у него была кличка, он сидит, ну и слава богу. Надеюсь, остальные за ним последуют, террористы и убийцы. Наталья Башкова. Теракты нужны, чтобы держать в страхе. Верно. Саша Вениаминов. Аслан, добрый вечер. Англия выходит через 11 дней из Евросоюза. Как вы думаете, это для Европы плохо или как повлияет это на Европу? Это очень сложный вопрос. Добрый вечер, Саша. Я не могу на него вам сейчас 100% ответить, так, скажем так, доходчиво и развернуто. Но я могу сказать, что это не очень хорошо в целом для мощи финансовой, политической силы Евросоюза. Потому что Великобритания является очень сильной и мощной страной, которая была бы очень хороша в союзе с Евросоюзом. Да? Но при всем при этом Великобритания никуда не уезжает, этот остров остается там же, где он находился, и это не очень сильно повлияет на ситуацию в Европе. Конечно, было бы хорошо, если бы они не разъединялись. Так, Джахар Дудаев, ставим лайки. Ансар, Аслан, ты знаешь начальников сотрудники Чечни? Аслан, ты знаешь начальников сотрудники? Нет, я не понял вопрос, Ансар. Вот дальше есть. Ансар, Аслан, что ты знаешь о Мамакаев Алике? Расскажи, о нем о нем есть информация. Я не знаю этого человека. Мамакаев Алик. Сумцага, я не знаю, Ансар. Оза Осбор. Видели военкора Олега Блохина в Сирии. По американской базе он еще ходил и снимал, понтовался. Ходят слухи, его задухсотили в том штабе. Нет, я не видел такого видео. Этот момент. Рассказы новичкам, по каким причинам Чечня не входила в состав Российской Федерации. Сейчас, одну минутку. Сейчас все расскажем. Это я много раз об этом говорил, я уже на самом деле устаю это говорить, но я должен это говорить и каждый раз напоминать. Сейчас только надо найти, потому что должно быть в хронологическом порядке, чтобы это не стало таким голословным утверждением. Так что, господа, дайте мне 10-15 минут и можете свои комментарии мне особо не писать. Так, Александр Владимирович, привет, Аслан, Севастополь на связи. Севастополь, приветствую. Так, смотрите. Готовы? Да, капитан, да? Так, 12 июня 90 года Верховный Совет РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете
РСФСР, которая впервые, вот давайте для внимания, то же самое, что сейчас 25 января, 15 января сделал Путин, ну, только наоборот. Тогда Путин, тогда Верховный Совет дал права, а тут Путин усиливает, да, перестройка на укрепление идет, которая сейчас происходит. Так вот, принял вот этот Верховный Совет, он принял декларацию о государственном суверенитете. Государственный суверенитет, это в которой впервые широко обнародовано о правах колониальных народов СССР на свой суверенитет и независимость. Понятно? Короче говоря, все имели право на свой суверенитет и независимость. Согласно положений этой декларации, автономные республики в свое время насильственно присоединенные к РСФСР, да, мы все знаем, что Советский Союз состоял из 15 республик. И в РСФСР, Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику, так называлась нынешняя Российская Федерация, Советская Социалистическая убрана просто, то же самое осталось. Вот в эту РСФСР входили автономные республики. Если вы помните, Чечено-Ингушская автономная Советская Социалистическая Республика она называлась. Автономия. У нас было прав меньше, да, чем у союзных республик, например, у Украины. И вот 12 июня 90 года вот этот Верховный Совет, это единственный высший легитимный орган Советского Союза на тот период времени, он уравнял нас всех в правах. Все автономные республики получили те же права, что и союзные республики. Заметьте, это 90-й год. И вот тогда произошел процесс брожения, когда кто-то брал суверенитет, народы самоорганизовывались, собирались и так далее. И вот мы точно так же воспользовались, точно так же, как и мы воспользовались Татарстан. Но Татарстан не пошел дальше и отступил. Так, поехали дальше. Давались, согласно положению, автономные республики в свое время, насильственно присоединенные к РСФСР в советский период, теперь давались широкие права, в том числе вплоть до провозглашения своего суверенитета и построения своего независимого государственного образования. То есть, фактически представлялось даже право изменить свой колониальный статус в Российской империи, именуемой СССР. Сие значило, что Верховный Совет РСФСР признавал суверенитет любой нации, пожелавшей этого. Все. Это до прихода Дудаева, до того, как мы объявили, они сами так сделали. Строго точно так же, как и Украина получила. Если отменять нам, то надо отменять и Украине это право, надо отменять и Казахстану, и странам Балтии, и всем остальным. Потому что все имели право на свободу. И как кто захотел, тот воспользовался. И ложь русской пропаганды о том, что если дать Чечне независимость, то развалится вся Россия и так далее, это абсолютнейшая ложь. Если бы другие хотели бы суверенитет, они бы не ждали бы чего-то, а точно так же начали бы самоорганизовываться и выходить из РСФСР или из Советского Союза. Но это сделали только Чечения и Татарстан, которые готовы были это сделать. Ну и, конечно, союзные республики. Татарстан тоже был автономной республикой и получил союзные права. А все это ложь, обычная русская ложь. И вообще, мне глубоко начихать на Россию, развалится она или нет, только потому, что мы оттуда уйдем. Я реализую свое законное право. И мне нужно, чтобы мои будущие поколения моего народа, они не были подвергнуты опять геноциду и истреблению. Мне вообще по барабану, что произойдет с Россией. Прошу прощения за такую формулировку. Мне вообще абсолютно все равно. Какая разница, что станет с Россией? И они говорят, для того, чтобы не развалилась Россия, мы убили 300 тысяч человек, получается. Да горите вы в аду, все вместе взятые, кто так считает. Так, давайте пойдем дальше. Это очень большая тема, я ее, конечно же, сегодня опять разверну. И прошу, Адам Грузинский, можешь вырезать вот этот кусочек и выставить его, чтобы мы могли
его отдельно посмотреть. Так, смотрите. Далее. То есть фактически предоставлял даже право иметь изменить свой колониальный статус. В строгом соответствии с Ельциновской декларацией легитимный на тот период высший законодательный орган Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики, Верховный Совет ЧССР во главе с его тогдашним председателем, первым секретарем Чечено-Ингушского Рискома КПСС товарищем Доку Гапуровичем Завгаевым 27 ноября 90 года упраздняется статус автономности, советскости и социалистичности, преобразовывая Чечено-Ингушетию в новое государственное образование союзного статуса Чечено-Ингушская республика и провозглашает акт о государственном суверенитете Чечено-Ингушской республики, утвержденный впоследствии Верховным Советом РСФСР, высшим российским законодательным и легитимным органом того времени. Смотреть ведомости Верховный Совет РСФСР 90-91 годы. Это ссылка, чтобы никто не думал, что мы голословны. Этими действиями Завгаев и депутаты, возглавляя им Верховного Совета Чечено-Ингушской, уже Чечено-Ингушской республики, вызвали к себе, с одной стороны, огромное уважение среди коренного населения республики, заработали в народе высочайший авторитет новой войнавской власти, но с другой стороны были занесены в черный список истребиного окружения Горбачева. Справедливости ради надо отметить, что генерал советской армии Джохар Дудаев продолжал в это время нести государственную военную службу в одной из прибалтийских частей стратегической авиации Министерства обороны СССР. Первое. Разрешение на чеченский суверенитет дали никто иные, как Ельцин и Верховный Совет. Большинство россиян должно об этом помнить. Второе. Автор чеченского сепаратизма Доку Завгаев. Об этом россияне тоже должны знать. Сепаратизм беру в кавычках. Да? Потому что мы никогда не были цельной частью России, чтобы быть сепаратистами. В этом россияне тоже должны знать. Смотреть бюллетень «Политический ландшафт России», 1995 год, январь, Н.В. Петров, «Чеченский кризис и российская государственность». Вот на минутку разваливается Советский Союз, и мы выходим оттуда. И чтобы вы знали, что мы соблюли и советское законодательство, и международное право. У нас все было безупречно, с юридической стороны безупречно. Насколько могло на тот период быть безупречно. Если Чеченская республика, Ичкерия, как там Гордоны, там разные другие люди, в том числе украинцы, отказывают нам в государственности, то ни Российская Федерация, ни Украина не имеют больше легитимности для существования как государства, чем мы. У нас равные в этом плане, мы пользовались одними законами. Так, в абсолютно секретной обстановке. Так, это мы оставим, перейдем, тут про высылку говорится. Про высылку отдельно мы можем потом сделать. Просто про то, чтобы как происходило становление нашего государства. Еще летом, вот этот период прошел, мы не участвовали вообще в политической, общественной жизни России уже с того периода. Так вот, к нам готовилась депортация нашего народа. И этот момент я сейчас опущу, и мы пойдем дальше. 31 марта 1992 года в Москве был подписан федеративный договор, закрепляющий по сути новые колониальные статусы российских народов. 31 марта 1992 года. То есть почти через 2 года
Россия вынуждает она уже сформировалась, и вынуждает все республики, которые были ранее автономными и стали независимыми, она их обратно тянет. И практически все подписывают. В Москве был подписан федеративный договор, закрепляющий по сути новые колониальные статусы российских народов, насильственно порабощенных в прежние годы, а также декларирующий новое государственное образование, получившее название Российская Федерация России. Добившись основной цели свержения Горбачева, команда Ельцина теперь напрочь забывает о суверенизации и постепенно переориентируется на единоделимый аспект. Чеченская республика этот федеративный договор, получивший название Хасбулатовского, не подписала. Мы не подписывали новый документ, что мы вот стали частью России. То есть 31 марта 1992 года мы это не подписывали. В то время из числа строптивил оказались также поставить свою подпись еще только Татарстан и Башкортостан, хотя впоследствии они это сделали. Строптивый тоже в кавычках для понятия. Чеченская республика не делегировала, то есть не отправляла своих представителей в Верховный Совет Российской Федерации. Ясно, да? Мы туда никого не отправляли, мы ни в чем не участвовали. С апреля месяца 1992 года Российская Федерация де-факто, признавая независимость Чеченской Республики, начинает осуществлять ряд мер для финансового, экономического и политического размежевания с молодым чеченским государством. Процесс идет. Русский бюрократический процесс, юридический он идет. И никто не высказывает недовольства по этому поводу. Россия признала нас независимым государством и к нам не лезет. Хотя отдельные лица наверху, спецслужбы против нас провокации ведутся все время. Но открыто мы независимое государство, и с нами ведется такая работа. С тех пор Чеченская Республика ни в каких внутренних российских делах не участвует. 26 мая 1992 года Чеченская Республика подписала межправительственное соглашение с властями России о выводе всех российских войск с территории Чеченской Республики и о разделе вооружения. К 7 июля 1992 года последний солдат российских вооруженных сил покидает пределы Чечни. Это первая территория бывшего СССР и стран соцлагеря, откуда были полностью выведены российские войска. Де-факто подтверждая признание России независимой Чеченской Республики. Скажите, если бы мы не были независимым государством, кто-нибудь вывел бы войска с нашей территории? Нет. Осенью 1992 года, ввиду крайне осложнившейся обстановки в Северной Осетии и Ингушетии, а также из-за военного противостояния российских и чеченских вооруженных сил на границе республики, целью избежания подобной опасных инцидентов и заложения фундамента под будущий межгосударственный договор, который уже осязаемо маячил на горизонте, парламент Чеченской Республики и Верховный Совет Российской Федерации провели переговоры и подписали протокол об основах российско-чеченских отношений, вновь де-факто признающий Чеченскую Республику в качестве независимого государства. Оставалось немногое достигнуть окончательного подписания договора о взаимном признании, который уже был в разработке. То есть Россия просто не признала формально, но также нас не признала, например, Украина. Ну и что, мы что, теперь же часть Украины? Нет, конечно. Но де-факто Россия с нами заключала договора, и мы являлись частью независимого, мы были независимым государством и не являлись частью фашистской России. Не признали и все, только лишь это. В 1992 году Россия устроила геноцид ингушского народа с целью вовлечения в конфликт Чеченскую Республику во главе с президентом Джохаром Дудаевым. Вот что говорит по этому поводу на тот момент президент Республики Ингушетия Руслан Аушев на радио «Свобода».
Ингуши с осетинами веками жили вместе. Но почему именно в этот момент произошел конфликт? Мой анализ привел к тому, что истинной задачей было вытащить Дудаева из Грозного. Замысел был простой. Ингуши просят Дудаева о помощи, он соглашается, и тут федеральные структуры обвиняют его в агрессии и применяют к нему силу, таким образом решая вопрос Чечни. Но Дудаев объявил, что он не вмешивается во внутренние дела России. К тому моменту он уже объявил Чечню независимой. Помню, как в ноябре 1992 года говорил Егору Гайдару: вы не понимаете, куда втягиваетесь. Он дал команду, и федеральные войска остановились на границе Ингушетии с Чечней. Вот в такой обстановке я подал в отставку, понимая, что меня тоже втягивают в эту непонятную для меня игру на Кавказе. Хотя на данный момент Москва еще официально не признала Чечню субъектом международного права, тем не менее, и де-факто, и де-юре Чеченская республика с тех пор уже никак не входит в состав Российской Федерации. Об этом сейчас стыдливо умалчивают и продолжают настойчиво толдонить: Чечня отделилась от России. Это ложь, абсолютнейшая ложь. Сколько халва не говори, во рту слаще не будет. Сколько не говори, что мы являемся частью России, мы не можем быть частью России, потому что нет ни одного документа, подтверждающими тот же договор от 31 августа, который в 1992 году подписали все бывшие автономные республики. Мы его не подписывали. Нету ни одного документа, подтверждающего, что мы часть России. Покажите, если есть этот документ. Покажите. Кроме Конституции, незаконно принятой в 2003 году во время активных боевых действий, вернее инсинуации, да, имитации процесса референдума и принятия Конституции при живом президенте, при живом Аслане Масхадове, который всенародно избран и признан во всем мире. Да, наблюдатели там из сотен стран прибыли и сказали, что эти выборы были честными. Что не было до сих пор на территории Российской Федерации таких выборов, которые были на территории Чеченской Республики Чечня. Даже на постсоветском пространстве таких честных выборов не было. Голосовала вся республика, и мы выбрали Аслана Алиевича Масхадова нашим президентом. И в это время проводится этот референдум о принятии Конституции. В первой статье Конституции, вот этой фашистской оккупационной Конституции, написано, что мы являемся неделимой, неотъемлемой частью России. И этим самым они подтверждают, что мы являемся частью России. Это единственный документ. Причем при этом надо всегда напоминать об тем, кто не знает, голосование проходило, большая часть принимала участие в так называемом голосовании, принимали участие оккупационные войска, которые были дислоцированы в нашей стране, русские оккупационные войска. Ну и может быть там 2-3% из чеченцев, сотрудничающих с оккупантами, с коллаборантами. Это так называемые коллаборанты. Вот все, кто принимал в этом участие. Дудаев, Путин неоднократно запугивал население Чеченской Республики и говорил, что если вы выбираете Масхада, выбирайте войну. То есть давал тем самым понять, если вы будете говорить, что Масхадов ваш президент и вы хотите жить свободно, мы вас будем убивать. Вот так говорил Путин. И Путин говорил, что будет мочить в сортире. Хотя сам скоро должен быть замочен, да, в Гаагском трибунале. Специально должен быть провести. Так, давайте дальше пойдем, чтобы не отходить от хронологии. Один из наиболее часто встречающих доводов — это Чечня не проводила референдум о своей независимости. Почти не требует комментариев. Это тоже неправда. Чечня проводила выборы президента и парламента. И далее читаем. Чечня почти не требует комментариев. Российская армия воюет с чеченским народом уже десятки лет, уже более 20 лет. Что это никак не... Другими словами, чеченский народ с оружием в руках отстаивает свою независимость против русской армии, российской армии. После победы в Первой русско-чеченской войне в новейшей истории 27 января 1997 года состоялись вторые в истории чеченского государства всеобщие, свободные, демократические выборы в высшие органы власти, в ходе которых были избраны президент Аслан Масхадов
и парламент председатель Руслан Алихаджиев Чеченской Республики Ичкерия. Первые же выборы в Чили были проведены 27 октября 1991 года, где убедительнейшую победу одержал первый президент Чеченской Республики Ичкерия Джохар Мусаевич Дудаев. Независимые эксперты из 30 стран мира, в том числе из России, а также миссии ОБСЕ во главе с Тимом Гульдиманом, которые наблюдали за ходом выборной кампании, подтвердили легитимность новых органов власти Чили и избранных острой конкурентной борьбе и при высокой активности избирателей. 12 мая 1997 года в Кремле президент Чеченской Республики Ичкерия Аслан Алиевич Масхадов и президент Российской Федерации Борис Ельцин подписали договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия. Первая российско-чеченская война закончилась победой Ичкерии. Специалисты в области международного права выделяют 4 главных фактора, необходимого любому государству: наличие, территория, независимого правительства. Четвертое — способность поддерживать отношения с другими странами на основе суверенитета. Достаточно только самого факта провозглашения нового государства, чтобы у него появилась международная правосубъектность. При этом акт международного признания всего лишь констатирует это действие. То есть, когда мы, народ, чеченский народ, да, граждане Чеченской Республики, вне зависимости от национальности, те же русские, которые проживали, это наши такие же граждане, которые имеют такие же права, как и я, и как любой гражданин Чеченской Республики Ичкерия. Эти люди, как только объявляют о своей независимости, у них уже появляется правосубъектность. Они уже имеют определенные права, как государство. И признание международным сообществом, получить место, кресло, да, вот такое же, ООН, признание России, признание Германии или Украины, это только констатирует все, а все остальное от лукавого. Что если нас кто-то не признал. Более того, нас признала Грузия, нас признал Афганистан. Было, как я ошибочно несколько раз говорил, что нас признал турецкий Кипр. Это не соответствует действительности, потому что я несколько раз это говорил, но была попытка признания, уже было дело шло к признанию, но до конца не получилось закончить этот момент. Но это не имеет значения. Нас признает обязательно турецкий Кипр, и мы признаем турецкий Кипр. Точно так же можно сказать, Россия не является государством, потому что мы его не признали. Россия по такому же закону, как и мы, действовала в тот период времени, и также мы не признаны. Поэтому пойдем дальше, не будем отвлекаться. Ну, давайте зададимся логике, вспомним историю, да. Ну как же Чеченская Республика попала в Конституцию Российской Федерации? Так вот, в поспешную Ельцинскую Конституцию, утвержденную 12 декабря 1993 года методом опроса граждан субъектов Российской Федерации, были априори внесено, что Чеченская Республика является частью Российской Федерации. То есть без нашего ведома просто провели вот этот социологический опрос и нас включили в состав России. Таким же успехом можно было включить Аляску, таким же успехом можно было включить, например, Восточную Германию. Почему же нет? На всякий случай пусть будет. Чеченская является частью, что Чеченская Республика является составной частью России. Вопиющее правовое нарушение, имеющее лишь один единственный прецедент в мире, когда Ирак, не спрашивая кувейтцев, тоже по своему волевому желанию включил Кувейт в свою конституцию, как одну из 19 иракских территориальных провинций. Тогда, когда 2 августа 1990 года, используя этот предлог под лозунгом восстановления конституционного порядка, интересная аналогия, не правда ли? Ирак совершил военное нападение на Кувейт и впоследствии полностью оккупировал его. Весь мир встал на защиту Кувейта и напрочь отмел побудительно-оправдательный тезис Саддама Хусейна о территориальной целостности Ирака как абсолютно несостоятельный.
Вот, в принципе, какая ситуация была на тот период времени. Что стало с Саддамом Хусейном, мы все прекрасно помним. Почему-то с Путиным и с Россией это не стало. Видимо, дело не в несправедливости и в международном праве, а в наличии вот этой ядерной боеголовки. Просто по тезисам быстро повторю и все. Если бы проект новой Конституции Российской Федерации, как я уже сказал, было бы внесено, что, например, Аляска тоже является основной частью Российской Федерации, конечно, не спрашиваю об этом жителей самой Аляски, то российский избиратель образца 93 года, недостаточно разбирающийся в то время в нюансах юридико-правовых электоральных тонкостей, навязанных ему формы выборов, естественно, без колебаний мог проголосовать и за это. А теперь тезисы. Чеченская республика в общероссийском референдуме в утверждении Конституции Российской Федерации 1993 года, утверждение Конституции Российской Федерации, Чеченская республика не участвовала. Чеченская республика в выборах российского парламента 12 декабря 1993 года не участвовала. Чеченская республика не делегировала своих представителей в высшие органы власти России. Ни в Государственную Думу, ни в Совет Федерации чеченцы своих людей не отправляли. И Россия от них не требовала. Да, независимое государство. Зачем должно чужое государство отправлять? Чеченская республика не принимала участия в приватизации и имущества РСФСР. То есть вместе нажитое нами имущество, моими отцами, дедами, вашими всеми отцами, дедами, оно нас обошло стороной. Мы ничего не получили. Ходорковский, Абрамович и другие КГБшники, и генералы разные ФСБ и КГБ, они захватили все. Мы в этом не участвовали. Нет, наверное, нужды говорить о том, что легитимная целостность любого государственного образования, состоящего из субъектов, должна подтверждаться воссоединительным документальным подтверждением от каждого из субъектов образования. К досаде российской стороны за последние 300-400 лет военного покорения Чечни никто не удосужился уделить внимание этим необходимым формальностям. Ни Романовы, ни Генсековы. Таким образом, чтобы предъявить своим гражданам или мировому сообществу у официальной Москвы на 11 декабря 1994 года не было ни одного оправдательного документа, подтверждающего от имени чеченского народа и свидетельствующий о том, что Чеченская республика входит в состав России или является ее составной частью. Еще можно об этом долго продолжать, и можно потом рассказывать, как начиналась Вторая русско-чеченская война. У меня это написано. Я скидывал у себя в Ютубе, где сообщество вот эту информацию. Вся она, конечно, там не поместилась. На моем Фейсбуке она имеется. Я в хронологическом порядке из разных источников добывал информацию и ее вот собрал. Вы можете ознакомиться. В принципе, вот так вот. Давайте сейчас перейдем к вашим вопросам. Посмотрим, что вы мне тут всего всякого понаписали. Адам Грузинский, если можешь, вот этот кусочек вырежи и можешь у себя выложить. Я потом у тебя его скачаю. Кстати, подписывайтесь на канал нашего друга, брата Адама Грузинского. Так, да вам, Аслан, мы не просто должны получить независимость, но и получить деньги за ущерб, нанесенный нам. В случае, если нет денег, то мы должны получить часть российской территории, например, Сибирь или Тюмень. Да вам, я, конечно, полностью с тобой согласен в этой части, но я бы, знаешь, как бы сказал бы, мы должны получить не Сибирь и Тюмень, это там живут другие люди, и было бы неправильно, да, если мы брали их землю. Мы лучше взяли в свою землю. Это раз, конечно, мы должны получить материальное возмещение тех убытков, которые мы понесли за эти годы войны. Но я бы претендовал бы, если говорить о том, если Россия не сможет нам выплатить, на Ставропольский край. Это наши земли, часть вот этого Ставропольского края, или другие там какие-нибудь земли, которые являются нашими, да, историей. Я бы хотел бы вернуть их. Но сейчас об этом говорить рано. Можно обсуждать это уже потом. А то, что надо возвращать все наше, конечно.
Может, да, Саддам нашел, что искал. У всех диктаторов печальный конец. Да, да, совершенно верно. Адам Грузинский. Подписывайтесь на канал Адам Грузинский. Есть короткие вырезки с основным по важной тематике. Новые видео будут заливаться по мере просмотров. Так. Так, Чечня не Россия. Асани Гуаймун Дельх НАТО Юприбох Щащицу НАТО Почалкшин. Даха. Так, Чечня не Россия. Я тебя назначу модером. Если что, чтобы я видел твои сообщения, когда ты пишешь. Да, давайте сейчас у нас осталось там 9 минут до полутора часа. Я бы хотел бы разъяснить по поводу вот этого прекрасного флага, который у меня тут на хромаке имеется, флага НАТО. Так вот, смотрите, мне тут разные говорят, что вот мы сейчас хотим уйти, что ты предлагаешь? Уйти от ига российского, уйти от российской оккупации и пойти там в оккупацию НАТО. Во-первых, я объясняю всем чеченцам. В среду у меня будет стрим на чеченском языке, и я на чеченском полностью посвящу, ну не полностью, большую часть времени посвящу нашей тематике, связанной с НАТО. НАТО это не страна, для не очень осведомленных в этом вопросе людей скажу. Это военный союз. В этот военный союз каждая страна-участница, которая входит в этот альянс, да, союз государств, военный блок, туда каждая страна обязана платить 2% от своего бюджета. Как мы видели недавно, вот эти конфликты, которые возникли. Некоторые страны этих 2% не платят. Потом мне говорят, мы должны будем воевать против мусульман и так далее. НАТО мы не обязаны нигде воевать, если там говорят, иди воюй. Нет. Это свободный союз. Да, там есть, короче, условия, которые для вступления нужно будет подписать, потом их надо будет, конечно, соблюдать. Но воевать там, где нам прикажут, этого не будет, как сейчас это происходит. В Сирию едут, в Украину, в Грузию едут вот эти предатели и позорят всю нашу нацию. Можно отказываться. Единственное условие, когда вы не можете отказаться воевать, это если на одну из стран-участниц НАТО нападут. Вот, я считаю, что нам нужно стремиться к НАТО. Турция в НАТО, например, Саудовская Аравия на своей территории поставила базу американскую. Да, в НАТО ее не приняли, но поставили. Далее Польша 2 миллиарда долларов заплатила для того, чтобы оборудовать базу для НАТО. Можете представить, не очень богатая Польша заплатила такие деньги. Поэтому вы сперва должны разобраться в этом вопросе. Соединенные Штаты это очень мощная сверхдержава, самая мощная страна в этом мире на сегодняшний день. И в ближайшие десятилетия так и будет, если не произойдет какие-нибудь там катаклизмы или ядерной войны, которая уничтожит там весь мир. На тот период, на сегодняшний день и на наш век Соединенные Штаты будут только развиваться. Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день на подъеме. На экономическом, военном, технологическом подъеме. И ничего нет, что могло бы вот разово, быстро опустить. Для того, чтобы Соединенные Штаты, как большая страна, начала меньше, да, развиваться, или там перестала влиять так сильно на мир, для этого потребуются годы, десятилетия, чтобы медленно все это происходило. К тому же Соединенные Штаты не являются империей в том понимании, в котором вот, и империя. Да, это страна, как я это вижу, такой полицейский, да, который всегда сам пытается быть в рамках закона. Не всегда, правда, придерживается по разным обстоятельствам, в том числе из-за некоторых
лиц, которые оказываются в Белом доме. Но при всем при этом Америка, Соединенные Штаты это правовое демократическое государство, которое развивается в очень нужном, правильном направлении. И если, говорят, империи существует 300 лет, и потом они разваливаются, то у Соединенных Штатов с момента образования еще не прошло 300 лет. Но при всем при этом надо понимать, что Соединенные Штаты это не империя в таком классическом понимании, в котором закладывается. И это ее сила, да, Америки. Потому что Америка не имеет таких врагов, на чьих территориях они, захватив ее, стоят танки, и выкачиваются недра, и их за это всячески пытаются убить и ненавидеть. Да? На сегодняшний день, куда приходит Америка, она не просто грабит, как это делают Россия, допустим, или другие какие-то империи. Она туда вкачивает деньги, она туда вкачивает мозги, инновации, технологии. И возьмите пример Восточной Германии и Западной Германии. Куда пришел западный мир, цивилизованный мир, и куда пришли дикари, краснопузые. Возьмите Северную Корею и Южную Корею. Посмотрите. Можно посмотреть из космоса на Северную и Южную Корею. Это одна страна, бывшая одна страна. Ночью с космоса Северная Корея темная, да, там никакого света. А Южная Корея это цивилизованное, развитое государство. Возьмите Японию, которая просто расцвела, да, где находятся американские базы. Возьмите ту же Германию, да, вот она и разделена была, и сейчас она объединилась. На сегодняшний день Германия самое мощное государство в Европе, да, мотор, сердце Евросоюза. Поэтому все вот эти разговоры, что вот там нам не надо, нам не нужно быть там это. Во-первых, мы никому не присоединяемся. И я против буду первый, кто будет, если кто-то скажет, мы должны присоединиться к Америке. Америка к себе никого не присоединяет. Там, например, там, присоединимся там, еще кому-нибудь, там, да, Китаю. Я буду первый против. Мы независимая, самодостаточная нация. Мы имеем право на свою государственность, и у нас это государство имеется, и я ее ни с кем обменивать или променивать ни на что не собираюсь. Но у меня есть видение, куда нам нужно двигаться, в каком направлении должна развиваться моя страна. Я к этому прилагаю усилия. Там сказать, Кадыров плохой, там, Кадыров совершает преступление. Конечно же, это правда, и об этом я всегда говорю, и все разные лжецы и лицемеры, которые говорят, что я там поддерживаю кадыровцев там, и так далее, это конченые клопы с русского ватника, которые могут быть даже с бородами. Поэтому давайте, чеченцы, собираемся, думаем, анализируем ситуацию, и не надо вот, самим себе стрелять в ногу, да, из ружья. Давайте будем целенаправленно двигаться к деоккупации нашей страны и привлечению к ответственности всех мерзавцев, подонков, преступников, которые совершили преступления на нашей земле. Так, в среду мы еще поговорим. Далее, как раз вспомнил про среду. В среду у нас снова в 21:00 по Берлину будет стрим на чеченском языке. Так, сейчас одну минутку, я вам сейчас найду ссылку. Сейчас я вам скину сюда в описании, чтобы вы могли посмотреть. Сейчас у меня что-то это все имеется. Вот это. Сейчас, одну минуточку. Смотрите, на чеченском языке, это мой другой канал. Этот канал есть в описании. Вот смотрите.
Я скинул ссылку. Вот на это видео, пожалуйста, переходите по ссылке, подписывайтесь. Я на чеченском языке вещать буду вот на этом канале. Канал называется Ичкерия Life. Ой. Канал называется Reality Life, извиняюсь. Канал называется Reality Life. И я призываю всех присоединиться. Reality Life называется канал. Сейчас там у меня 216 подписчиков. Давайте вы подписывайтесь на этот канал, и можно будет, чтобы русскоговорящая аудитория и чеченоговорящая аудитория не пересекалась и не возникало проблем. А те, кто русские захотят или русскоговорящие захотят послушать нас, просто нашу чеченскую речь на том канале, конечно, могут прийти и послушать. Все понятно, да? Если будут вопросы, задавайте. Я, конечно, сделаю анонс на этом же канале, еще сделаю ссылкой на тот канал. Вы переходите туда и подписывайтесь. Уже я анонс стрима, который будет в среду, я уже сделал. Вы можете у меня на канале это увидеть. Я, конечно, на этом канале, вот на этом Ичкерия Life, Reality Life, извиняюсь, Reality Life. Вот вы сможете там увидеть. Так, давайте немного поотвечаем на вопросы. Нет, уже время закончилось. К сожалению, время закончилось. Вот, Умсоциал-С. Эфир по средам на чеченском языке. Умсоциал-С. Так, как найти? Давайте, все, тогда закончим наш стрим, чтобы немного это было, чтобы не сильно вы от меня надоедали, не сильно я вам надоедал. Маждада скажет, и вот словами Маждада я закончу сегодняшний стрим. НАТО — это союз правовых и развитых стран. Всего самого хорошего, всего хорошего. До русскоязычные, русскоговорящие до пятницы 21:00 по Берлину, как обычно. Граждане Чеченской Республики Ичкерия и те, кто говорит на чеченском языке, не будучи нашими гражданами, всех жду в среду на канале Reality Life в 21:00, как обычно, по Берлину. Всего самого хорошего, спокойной ночи. Ассаламу алейкум. Пока.